Не секрет то, что очень многие люди нуждаются в дополнительных денежных средствах. Не только, например, в Центральной Азии, но и в Америке, в Канаде, в Европе. Людям нужны дополнительный заработок. И часто люди прибегают именно к сетевой индустрии как дополнительный доход. Если вы посмотрите на большие сегодняшние бренды, да, то вы увидите, что эти бренды, в принципе, не делятся своим доходом со своими клиентами. А сетевой бизнес, в первую очередь Smart & Rich, он всегда делится своим доходом со своими клиентами. Мы создаем рабочие места, мы помогаем людям зарабатывать деньги не только на внутреннем рынке, а на внешнем. То есть они, продавая продукты питания через онлайн, могут работать на международном рынке и получать доход с международных источников. Компания Smart & Rich у нас была основана в 2013 году. Продукцию, которую мы выбрали, вообще мы считаем, что любая успешная компания должна основываться на продаже уникальной продукции. Поэтому именно мы выбрали именно кофе и чай. Почему кофе и чай? Потому что сегодня, если посмотреть, весь мир пьет кофе. Это самый продаваемый продукт в мире, который занимает второе место по уровню продаж. Поэтому все мы пьем кофе и чай. И то, что мы предлагаем сегодня в Smart & Rich, это не просто кофе и чай, это витаминизированные напитки, которые были специально разработаны для того, чтобы обогатить наш организм витаминами, минералами, полезными веществами, антиоксидантами. Каждый день, утром, вставая, просыпаясь, вы просто выпиваете чашечку кофе или чая, и тем самым вы становитесь здоровее, энергичнее, бодрее. У нас на данный момент есть производственная база собственной компании Smart & Rich в Китае. Мы там производим линию кофе-чая с экстрактами, таких как Ганодерма, Кардицепс. И сегодня мы решили, Тонкатали, много там разных экстрактов. И мы сегодня решили построить завод на территории Кыргызстана, Центральной Азии. И планируем в этом году завершить первый блок строительства. Дай бог, в конце этого года мы уже запустим новую линию продукции кофе и чая с экстрактами корней трав Центральной Азии, то есть Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана. Мы верим в то, что самые, скажем так, лечебные травы и корни, они растут именно в этих регионах. И у нас есть группа ученых, которые будут этим заниматься, будут разрабатывать новые формулы. И, дай бог, мы сможем предложить самую качественную продукцию на международном рынке. Да, сейчас уже ведутся работы, мы начали строительство, и дай бог, в 2020 году мы планируем завершить это строительство. Мы всегда говорим, что Smart & Rich – это для нас семья. Smart & Rich – это дом, где мы рады каждому человеку, потому что мы верим, что каждый человек по-особенному талантлив, уникальный, особенный. Мы против всяких различий, таких как расовые различия, социального статуса, религии. Мы все верим, что мы все друг другу братья, кузены, поэтому Smart & Rich прежде всего для нас – это семья, где мы рады видеть каждого человека. Smart & Rich, да, как Берме сказал, я согласен, это семья, мы все дети Адама, так говорится в Библии, так говорится в Коране. На самом деле мы все являемся друг другу кузенами, родственниками. И наша миссия, главная Smart & Rich миссия, это объединить мир через любовь, через продукцию, через обучение, через бизнес. И мы в этом преуспеваем. Сегодня мы работаем на рынках Казахстана, России, Таджикистана. Вот скоро открывается рынок Узбекистана. И мы друг друга поддерживаем, мы друг другу помогаем. И мы развиваемся.
как команда. Ну, я думаю, во-первых, это самая главная вещь – это любовь. Поскольку мы стараемся решать все наши, как и в любой семье у нас бывают конфликты, несогласия, но мы решаем эти в спокойном русле, с любовью, с уважением друг к другу. Прежде всего, я уважаю всегда решение Рустама. Он мое решение всегда поддерживает, уважает. Какие-то, если у нас возникают спорные моменты, мы всегда обоюдно вместе подходим к анализу, рассуждаем вместе. Вот так вот и, наверное, решаем. Мы позволяем друг другу быть лидерами. То есть у нас в семье нет такого, что я главный, а вот она второстепенная. У нас демократия, у нас союз, сотрудничество двух людей, поддержка, понимание двух людей. И когда вот это есть, можно строить на основе этого отношения, бизнес. Но все это дается именно энергией любви. Нет никаких конфликтов, что ты в бизнесе там главный, в семье я главный. Нет, такого совершенно нету. Мы во всем, да, у нас равноправие, взаимопонимание, как вы сказали. И я думаю, что главное это каждому человеку воспринимать все со стороны взрослого, зрелого человека. Когда ты не перекладываешь ответственность за свою семью, за свою там, деятельность, за своих детей на кого-то. А ты тоже, как и в партнерстве со своим супругом, несешь эту ответственность. Это одна из главных, наверное, составляющих. Ну, как Рустам и говорит, что успех он не приходит к одному человеку никогда. Успех он приходит всегда в партнерстве. И мы говорим, что наша миссия, по сути, это служение людям. И поэтому на сегодняшний день вся наша команда основывается вот на этих наших принципах, на этой миссии служения людям. Мы все понимаем, что мы все равны перед Господом, перед Всевышним, то, что мы все братья, кузены, и только, я думаю, успеха возможно достичь только посредством того, что ты будешь понимать, принимать другого человека и любить его всем сердцем. Успех не приходит одному человеку. Успех – это, я сказал, это содружество, союз двух или более людей. Нам повезло, что мы встретили замечательных и сильных людей в нашей жизни. У нас замечательная, очень сильная команда, мощная команда. В нашей команде есть очень талантливые люди. Я иногда восхищаюсь их способностями, их вот энергетикой, силой. Иногда я себя чувствую удачливым, окрыленным. Такое ощущение. И вот, пользуясь случаем, я хотел сказать всей нашей дружной команде огромное спасибо за вашу работу, за вашу поддержку. Без вас, без ваших усилий, стараний мы никогда не добились бы успеха. Спасибо то, что вы приверженно, целеустремленно, сплоченно работаете в достижении наших поставленных целей. И мы вас очень сильно любим. Изначально Всевышний дал нам одну миссию – человечеству. Он создал всех нас разными, чтобы мы смогли в будущем объединиться, чтобы между нами не было границ, чтобы между нами не было каких-то противоречий, чтобы мы осознали и поняли, что мы на самом деле, человечество – это одна большая семья. И когда мы придем к этому, на земле не будет голодных, на земле не будет войны. Все человечество будет счастливым, и все будут жить в изобилии. И мы с Мартинович ведем этой же миссией. Мы идем этой миссией, мы объединяем народы, мы объединяем людей, даем им возможность оздоровиться, получить хорошее обучение. Мы очень сильно помогаем именно в духовном росте людям, в психологических каких-то проблемах. То есть мы помогаем им преодолеть их барьеры, ограничения, страхи. Мы
помогаем людям выйти на другой уровень осознания, осознанности. И, конечно, мы их поддерживаем еще финансово. Мы помогаем им развивать их бизнес, чтобы они зарабатывали хорошие деньги, путешествовали, жили в комфортных условиях. И это наша миссия, и вот это меня окрыляет. Я знаю, что мы знаем, что мы не будем вечно жить. У каждого определенный срок на этой жизни. И после этого срока мы всегда человек, он встречается со своим Господом, Создателем миров. И пока есть это время, мы будем делать нашу миссию, достигать наших целей, мечты. И вот это окрыляет, конечно же. Вдохновляет меня сама жизнь. Сама жизнь, каждый день ты видишь, какие краски тебя окружают. И ты на самом деле, у нас очень богатая библиотека дома и очень много разных книг. Священных книг, хадисов мы очень часто читаем, и мы понимаем, что это нам дано, мирская жизнь, только на время для осуществления какой-то определенной цели, миссии. И вот это именно вдохновляет, толкает нас идти вперед. А то, что окрыляет, это именно вот видеть наших лидеров. Вы, наверное, сами тоже видели на 6-летии, как много у нас директоров в этом году, как много у нас бронзовых директоров, как много у нас серебряных. И у нас 4 золотых директора. И вот это вот окрыляет, когда ты видишь их на сцене, когда ты видишь их результаты. Даже когда ты видишь результаты менеджеров, которые только пришли новички и уже закрыли статус менеджера, вот это окрыляет, их чувство окрыляет, их вот это вдохновляет. Результаты у нас, я думаю, очень хорошие. На сегодняшний день мы открыты в России, в Казахстане, в Кыргызстане, в Таджикистане, в Болгарии. Это все официально, мы везде официально работаем, зарегистрированы. И также планируем в августе открыться в Узбекистане, в городе Ташкент. Вот. Начато строительство завода. Дай бог, у нас будет своя производственная площадка, первая производственная площадка на территории Кыргызской республики, которую мы будем в дальнейшем увеличивать, добавлять новую линию продукции с использованием наших местных трав, корней Центральной Азии. Потому что мы верим действительно, что Центральная Азия богата на лечебные травы и корни, именно уникальные. Потому что наша земля, она богатая. Мы хотим стать компанией номер 1 в мире, именно в сетевой индустрии, занять первое место по товарообороту, выйти в товарооборот миллиарды долларов, работать в 125 странах мира, повлиять на большое количество людей, помочь большому количеству людей. То есть это на будущее, может быть, примерно 20 лет, наверное. 20 лет потребуется, чтобы выйти на оборот миллиарды долларов. А сейчас более короткие цели я, наверное, скажу. Мы сейчас открываем онлайн-бизнес, планируем открыть рынок Канады, Северной Америки, Америки и рынок Европы. Например, есть у нас как бы старшая дочка, она родилась в Лондоне, средний сын, он родился в Бишкеке, и младшая дочка родилась в Торонто. И они как бы, это символ международного, символ международного единства. Я жил и работал в Лондоне, и мой друг попросил стать его другом на свадьбе, попросил поехать с ним в Кыргызстан, в Бишкек. Я сначала категорически как бы отказывался, но он меня так уговаривал, чтобы он хотел видеть меня именно вот. Ну, очень близкий друг. Да, очень близкий друг. Хотел видеть рядом. Вот. Ну, в конце я согласился, прилетел с ним. В аэропорту встречала его невестка с ее подругой, своей подругой. И вот как раз Бермет оказалась та самая подруга. Но когда мы прилетели, я перепутал. Я подумал, что Бермет это его невестка. Да, поздоровался. Да, но потом мы ему объяснили, но на что он ответил, а потом разберемся. Потом разберемся. Ну, буквально через несколько дней мы с ней обратно встретились. Она сразу мне понравилась. У нас уже какие-то
волшебные отношения уже появились, я ее понимал с первого, без слов я ее понимал, тем более, может, языки еще повлияли, потому что она свободно, например, говорит на французском, английском, а я в МУКе учился, всю жизнь изучал французский, английский. Также она изучала международные отношения, я изучал международные отношения. Как-то вот на одной волне мы с ней были. И сразу у нас завязались серьезные отношения. На следующий день я взял 2 букета цветов, зашел к ней домой. Один букет подарил Бермет, другой букет маме, познакомился. Сразу меня завели в дом. Ну, хотя Бермет, по-моему, не хотела меня заводить в дом. Почему? Да, потому что она пыталась меня как-то вот сдержать на пороге, но я как поезд просто вот так в зал прошел. И там встретил папу, спросил папу, а я сказал, меня Рустам зовут, как вас зовут? Насчет папы сказал, а папа Бермет сказал, ну потом тебе Бермет расскажет, как меня зовут. То есть такой у нас небольшой конфуз был. Ну, и буквально через 2 недели я сделал предложение выйти замуж. Многие люди удивлялись, как так за 2 недели так серьезно, дайте время. Но я как будто всю жизнь ее знал, и как будто всю жизнь я ее искал. Я был уверен в этом. У меня принцип был, что я всегда своим родителям говорила, зачем мне долго ходить? Если я встречу своего человека, то я сразу выйду замуж. И, наверное, это тоже дало свои плоды. Вот, потом поженились, и мы уехали в Великобританию обратно, в Лондон. В Лондоне у нас родилась старшая дочка Аджара. Еще сейчас ей сегодня, 12 лет. Потом мы обратно по работе уже приехали в Кыргызстан. В Кыргызстане у нас родился сын, ему сегодня 6 лет. Потом обратно переехали в Канаду, где у нас родилась дочка Даяна. Да. И как видите, у нас дети, они международные дети. Мне кажется, вот она как раз очень хорошо подходит нашей миссии. Мы же объединяем мир, и наши дети, они как знак, символ международного. Да, потому что и путешествуют они всегда по работе, если даже выезжаем, если даже не по работе, они всегда с нами, около нас. И они видят каждую страну, куда бы мы ни приехали, и они такие у нас открытые. Да, и они вот очень хорошо относятся, у них нет никаких таких преубеждений насчет национальности, там, религии. Например, в Канаде у меня дети очень, подружки детей, это там разные национальности, и христиане, и евреи, и мусульмане. И у них нет таких преубеждений, что ты такой или такой. Да, дети земли, дети мира. И они продолжат нашу миссию. Они продолжат нашу миссию, потом продолжат миссию внуки, правнуки. И эта компания будет, Smart Energy компания, мы верим, что будет жить вечно. Объединяя мир.